В сердце Южной Якутии, в городе Нерюнгри, набирает обороты волна настоящего спортивного энтузиазма. Последние несколько лет город уверенно заявляет о себе как о центре развития гиревого спорта, привлекая все больше молодежи и демонстрируя высокие результаты на региональных и всероссийских соревнованиях. Мы выступали в всероссийском уровне. Наверное, самый крутой был, наверное, это чемпионат мира. Это было в Китае в ноябре месяце мы в том году ездили. Планируем, может, попасть в этом году, посмотрим по финансированию. А последние победы мы ездили на чемпионат республики, выступали, свой Нерюнгринский район выставлялся, взрослые. Было нас 6 человек, и все приехали с медалями, чемпионами, призерами. А также ездила на международный турнир, город Казань. Там я стала победительницей этого турнира в категории женщины-ветераны 35-39 лет. Пыталась сделать норматив международника, но там по судейству не прошло. Судили так, заслуживали. И последний раз я и сама выступала, ездила с детьми, возила первый раз их на Амурскую область, открытый чемпионат Амурской области. А там тоже все приехали со вторыми и третьими местами детки. Сама выиграла этот чемпионат. Нерюнгринские спортсмены в составе сборной России достойно выступили на престижном мировом чемпионате по гиревому спорту, который прошел в ноябре в Китае. Мария Морозова завоевала 2 золотых медали в категории женщины-любители до 58 килограмм, обойдя соперниц из Индии, Сингапура, Индонезии и Тайваня. И в категории женщины-ветераны до 39 лет, став чемпионкой мира в этих весовых категориях. На чемпионат мира, то есть нам должны пройти 2 соревнования в год, где проводятся по ветеранам. То есть нужно пройти отбор сначала, чтобы ты попасть в тройку, и потом ты берешь путевку, то есть на мир. В этом году я попала уже, то есть я выиграла Казань. Возможно, если хорошо все будет, по финансированию попробуем поехать в Индию в ноябре. Это пока под большим вопросом, но будем стараться это делать. Заявки подаются, мы представляли Россию, то есть мы приехали туда, собирались 120 человек со всей России, там мы были профессионалы, ветераны. По выступлению, могу сказать, было очень волнительно, потому что была полная категория, все 6 человек у меня была Индонезия, у меня в категории была Индия, Таиланд у меня был, Китай, то есть все выходили. Но на помосте я осталась в конце одна, то есть я выиграла чистой победой. Вместе с Марией на чемпионате мира Россию и республику представлял Александр Черкашин. В его копилке 2 заслуженные медали – золото и серебро. В категории мужчины-любители в весовой категории 95 килограмм Александр завоевал звание чемпиона в упражнении толчок гири 24 килограмма. А в категории мужчины-ветераны до 45 лет нерюнгринец стал серебряным призером чемпионата мира в упражнении рывок гири 24 килограмма. На чемпионате мира такого уровня было, конечно, волнительно в первую очередь. Были у меня соперники такие, как с Казахстана, с Монголии, с Китая, Тайваня, Узбекистана, с Ирландии. Вот. Достаточно сильные соперники. Нас встретили достаточно так дружелюбно, нам все понравилось. И соперники наши тоже приветливые были, нам помогали даже освоиться в первое время, потому что мы впервые приехали, сначала растерялись, что где. Вот. Выходили мы на помост в поддержке, конечно, нашей команды. Поддержка нашей команды была достаточно сильная. Последние минуты, когда оставались последние секунды, зал буквально весь уже кричал, чтобы стоять до конца. Помогали именно наша поддержка нашей сборной России. Вот. И таким образом занял первое место. Второе упражнение у нас было рывок. Второй день я также занял второе место. Уступил сопернику с Казахстана. Достаточно такой сильные спортсмены. И третий и четвертый день у нас были эстафеты по длинному циклу и по толчку. Командная, где мы выиграли также первое место. Основное, конечно, самая считается сильная команда – это сборная России. Я уже лет, наверное, 15 в спорте. Изначально я увидел этот вид спорта на Масленице у нас в городе, когда его с легкостью поднимают хрупкие мужчины снаряд. Мне поразила легкость, я решил попробовать. Пришел на тренировки, у меня был первый тренер Синяков Петр Иванович, который показал мне технику, как правильно поднимать. Постепенно начало получаться, стал выступать на местных
соревнованиях. Мы стали выезжать на чемпионат республики, где тоже стал показывать неплохие результаты. Постепенно затянуло, ну и я так увлекся. А понравилось тем, что снаряд достаточно доступный, компактный, можно тренироваться как в зале, так и на улице, дома, везде доступен. Сначала это было такое любительское увлечение, когда мы пробовали себя на городских соревнованиях. Потом мне предложили поучаствовать в чемпионате республики. Тоже было все впервые, волнительно. Главное справиться с волнением. Все получилось. Первый раз я занял тогда 5-е место. Меня сподвигло дальше тренироваться. На следующих соревнованиях я уже занял 3-е, 2-е и постепенно пошло. Да, потом мы участвовали в чемпионатах Амурской области, Хабаровского края, Республики Крым, Забайкальский край, и все постепенно. И вот мы в прошлом году отобрались на чемпионат республики, были отборы, где мы вошли в число сборной России, нас пригласили, и мы присоединились к сборной России и поехали в чемпионат мира, где также выступили успешно, показали неплохие результаты. Вот. А так вообще гиревой спорт, конечно, это классический вид спорта, где мы толкаем и рвем. Нужно вытолкнуть максимальное количество раз за короткий промежуток времени. Вот. Также развивать силовую выносливость, координацию. Самое главное, конечно, это в тренировках, это, я считаю, дисциплина, ежедневные тренировки, ну и выполнять план тренировок дает тренер. Я думаю, в этом будет успех. Еще совсем недавно гиревой спорт в Нерюнгри мог похвастать лишь несколькими энтузиастами. Сегодня, благодаря целенаправленной работе спортивных школ, поддержке администрации и, конечно, неустанной энергии самих спортсменов, гиревое многоборье стало по-настоящему народным видом спорта. Мне здесь очень нравится, мне нравится здесь обстановка и тем, что тренер хорошо учит. Вот в прошлом видом спорта, чем я занималась, меня учили не так хорошо, как здесь. По моему мнению, гири – это пока что для меня самый лучший вид спорта. Занимаюсь спортом вообще с детства. У меня вся семья спортом занималась. Отец, брат. И с детства привили. Занимался вообще борьбой вольной, тяжелой атлетикой. На данном этапе нашел для себя такое открытие, как гири. Наткнулся чисто случайно в интернете, посмотрел несколько роликов, интервью и решил попробовать. Буквально где-то, наверное, месяцев 8 занимаюсь гирями. И как говорит молодежь, сейчас мне зашло, понравилось. Секция гиревого спорта в Нерюнгри начала работу в сентябре прошлого года. Количество желающих тренироваться постоянно увеличивается. И стоит отметить, что в секции преобладают представительницы прекрасного пола. Занимаюсь я не так давно, начала с сентября. Вообще совершенно случайно узнала про этот спорт, решила попробовать, и начало получаться. Поэтому сейчас занимаюсь им. Мы ездили на чемпионат республики, там, конечно, мы ничего не выиграли, но это был опыт, там я в первый раз выступала на 16 килограмм. Также мы ездили совсем недавно в Амурскую область, заняла 2-е место, подняла гирю 16 килограмм 63 раза. Нерюнгринские гиревики регулярно занимают призовые места на соревнованиях различного уровня и показывают отличные результаты в таких дисциплинах, как толчок и рывок. Эти успехи становятся лучшей рекламой и вдохновляют новых спортсменов. У нас тренировка обычно проходит час 20. То есть у меня 2 группы приходят. Первая с 5 часов, вторая с 6 часов. Иногда приходят все вместе. Базовая разминка у них идет, работа с блинчиками разминаемся. Потом идет работа с гирями. То есть и потом у каждого свой план. Пишу план у каждого свой индивидуальный. Они работают на технику, кто толкает, кто рвет, у кого чисто круговые тренировки. Вот так у нас строится. Потому что когда ты стоишь в помосте, ты работаешь с самим собой. Борьба с самим собой. Это очень психология влияет. Не как когда командная, ты с командой играешь, волейбол, баскетбол, а гирь – это ты борьба с самим собой. То есть тебе нужно отстоять время, тебе нужно перебороть психологию, отработать полностью все 10 минут. Даже бывают такие моменты, когда ты идешь с соперником и рывок или толчок, вообще прям ноздря в ноздрю, тебе нужно выиграть. Чисто не ставить гирю, отрабатывать. Это силовая выносливость, силовые показатели. Влияет очень сильно психология, могу сказать.
чисто настроим на победу. Нужно выходить, настраиваться только на победу. Это место, где стальной снаряд становится продолжением человеческого тела. А каждый рывок – это битва с самим собой. Здесь рождаются чемпионы и закаляется характер. Каждый день в этом зале кипит жизнь. Разминка, растяжка, и вот уже первые гири взлетают в воздух. Слышен стук металла, тяжелое дыхание спортсменов и ободряющие крики тренера. Дышим, дышим. 8, 9, 10. Поймали другой рукой. И погнали рвать. Раз. Погнали рывок. 2, 3. Гиревой спорт – это не просто поднятие тяжестей, это искусство. Техника выполнения упражнений требует не только физической силы, но и ювелирной точности, координации и выносливости. Здесь ценится каждое движение, где сила идет рука об руку с грацией. Берем гирьку, раскачиваем ее, поднимаем над головой. То есть рука, локоть ровная, колени ровные, ноги ровные. Сброс. И опять поднимаем над головой. Положение руки, то есть мы здесь должны расслаблять ручку наверху. Не бить ее вот так вот, не закручивать. Вот просунули в дужку, опять сбросили и мягко просунули в дужку, чтобы она ничего не било здесь. И работа как маятник. Сбросили. Вот это упражнение рывок идет. В зале для тренировок царит атмосфера поддержки и здоровой конкуренции. Здесь дружат, помогают друг другу, вместе радуются успехам и поддерживают в неудачах. Главное в гиревом спорте – это дисциплина и упорство. Тренеры учат не только поднимать гири, но и ставить цели, добиваться их, не сдаваться перед трудностями. И эти качества пригодятся им не только в спорте, но и в жизни. Гиря ставится впереди спортсмена, делаем подсед, гиря идет назад, обратно закидываем на грудь. Вот она стоит, руки расслаблены, ноги расслаблены. Делаем подсед, ножками подсед, рука расслаблена и выталкиваем. Таким образом выталкиваем. Вот она пошла, все. Рука выпрямлена, рука прямая, при этом расслаблена. Работают только ноги. Сброс ножками, толчок, выход, рука расслаблена, сброс, толчок, сброс. Все, работают ноги. У каждого спортсмена в глазах горит огонь, стремление к совершенству. Для них гиря – это не просто снаряд, а вызов, который они принимают с каждым днем. Каждое подрастающее поколение гиревиков готово с гордостью нести флаг победителей, демонстрируя всем, что сила духа и тела способны на многое. Без сомнения, гиревой спорт можно считать ярким примером того, как совместные усилия могут привести к впечатляющим результатам. Этот вид спорта, где сочетаются сила, выносливость и характер, становится все более популярным, укрепляя спортивную славу Нерюнгринского района и прививая подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни.